и предлагаю только ограничиться наиболее важными его положениями и выводами. Но прежде я хотел сказать бы следующее. Многие из нас неоднократно бывали в Киргизии, и мы можем отметить, что Киргизская республика постоянно и динамично меняется. Меняется ее политический ландшафт, появляются новые партии, движения, общественные организации. Несмотря на все трудности, работает экономика. Вообще, все находится в движении. Ну, а движение, как известно, это жизнь. Значит, мы живем все вместе. Пожалуй, остается одно неизменным – это гостеприимство и доброжелательность киргизского народа к гостям. Это отмечают все члены нашей миссии, да и, насколько я знаю, и другие члены других миссий. За дни нашего пребывания в Киргизии мы встретились со многими представителями избирательных комиссий всех уровней, органов власти и управления, кандидатами в президенты, членами их штабов. Ну и, конечно, с главными действующими лицами любого избирательного процесса – избирателями. Мы всем им признательны еще и за то, что они хорошо понимают наши задачи в ходе наблюдения. Это быть максимально объективными, беспристрастными, говорить и писать только о том, что мы сами непосредственно видели и непосредственно сами слышали в ходе наблюдения. И это наша принципиальная позиция. Она совпадает с требованиями избирателей. И вот на этих принципах и подготовлено заключение нашей миссии. Позвольте перейти непосредственно к заключению. По приглашению Киргизской республики миссия наблюдателей от Содружества независимых государств осуществляла мониторинг подготовки и проведения досрочных выборов президента Киргизской республики и референдума по определению формы правления Киргизской республики. Миссия приступила к мониторингу избирательной кампании и кампании референдума 25 декабря 2020 года. В составе миссии были аккредитованы представители всех государств СНГ, кроме Туркменистана и Украины, а также Парламентской ассамблеи государств-участников СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Парламентского собрания Беларуси и России, Исполнительного комитета Содружества независимых государств. Также в миссии были представлены представители, как мы говорим, гражданского общества, это представители общественных палат различных, представители Российского фонда свободных выборов во главе с исполнительным директором фонда Лесковым Максимом Александровичем. Миссия отмечает, что в республике были созданы необходимые условия для международного наблюдения за выборами. Эксперты Международного института мониторинга МПА СНГ, входящие также в состав миссии, провели анализ соответствия избирательного законодательства Киргизской республики международным стандартам демократических выборов и установили, что оно содержит базовые нормы, позволяющие организовывать и проводить президентские выборы и референдумы на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права с соблюдением тайны голосования, прав граждан и их объединений. Подготовку и проведение выборов осуществляли Центральная избирательная комиссия, 54 территориальные комиссии, как мы знаем, и почти 2500 участковых избирательных комиссий, и из них 48 участковых комиссий за рубежом. Миссия наблюдателя от СНГ отмечает, что не все политические партии представили в нужном количестве кандидатуры в состав территориальных и участковых комиссий. В результате при их формировании вакантные места были заполнены представителями органов местного самоуправления. Всего в территориальных комиссиях представители политических партий составили 34,3%, а в участковых 12,2%. Центральная комиссия организовала учебу членов территориальных и участковых комиссий, провела тренинги для уполномоченных представителей кандидатов, правоохранительных органов, представителей средств массовой информации, неправительственных организаций. Организовала информирование участников избирательного процесса по вопросам организации и проведения выборов и референдумов. Миссия считает, что Центральная комиссия предприняла необходимые меры по подготовке и проведению выборов в соответствии с Конституционным законом о выборах. Составление списка избирателей проводилось в соответствии с Конституционным законом о выборах. На основании изменений, внесенных в законодательстве после парламентских выборов, прошедших 4 октября 2020 года,
была отменена для граждан, проживающих на территории Кыргызстана, возможность голосовать по адресу, не являющемуся его постоянным местом жительства. А это явилось результатом злоупотребления со стороны ряда политических партий. И в то же время мы считаем необходимым отметить, что вследствие значительной внутренней миграции имелись сложности в реализации активного избирательного права для граждан, проживающих по месту регистрации. Миссия полагает, что соответствующие нормы законодательства требуют дополнительной проработки. Миссия также обращает внимание на то, что по информации Государственной регистрационной службы более 405 тысяч граждан, обладающих активным избирательным правом, не прошли биометрическую регистрацию и не смогли принять участие в выборах. При этом необходимо отметить, что благодаря работе, проделанной Государственной регистрационной службой совместно с Центральной комиссией, количество таких граждан сократилось с 2017 года более чем на 300 тысяч. Очень большая работа была проделана. В Центральную комиссию поступило, как мы знаем, 65 заявлений о выдвижении на должность президента Киргизской республики. После проведения различных проверок было отказано в регистрации части подавших заявления. Центральная комиссия зарегистрировала 18 кандидатов и путем жеребьевки определила очередность включения их фамилий в избирательный бюллетень. Поступали жалобы от кандидатов, которых отклонила Центральная комиссия. Все они прошли суды различной инстанции, и их требования не были удовлетворены. Решения Центральной комиссии были оставлены без изменения. Впоследствии один кандидат снял свою кандидатуру по личному заявлению. И таким образом борьбу за высший государственный пост продолжали 17 человек. Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств отмечает, что агитационная кампания отличалась неравномерным участием кандидатов в предвыборной борьбе. При высокой активности одних кандидатов другие проводили кампанию достаточно умеренно. Большинство из них не выезжали в регионы для встречи с избирателями, а в качестве основных средств агитации использовали социальные сети и выделенное в соответствии с законодательством бесплатное эфирное время на телевидении и радио, а также площади в печатных средствах массовой информации. Группы референдума «За» и «Против» отмечали ограниченный ресурс времени на ведение агитации. При этом агитационные мероприятия не носили массовый характер. По информации контрольно-ревизионной группы Центральной комиссии, за 10 дней до голосования движение средств на специальных счетах избирательных фондов было только у одной группы. По мнению наблюдателей от СНГ, кандидатам, агитационным группам референдума был предоставлен доступ к средствам массовой информации и интернет-изданиям, а гражданам была обеспечена возможность получения информации о кандидатах, этапах и ходе электоральной кампании и референдума. Миссия наблюдателей от СНГ в рамках мониторинга избирательной кампании и кампании референдума взаимодействовала с органами, в компетенцию которых входит рассмотрение жалоб и заявлений о нарушениях избирательного законодательства. Координационная группа оперативного реагирования Центральной комиссии сформирован был реестр жалоб и нарушений, поступивших в период подготовки и проведения выборов и референдума. На основании поступивших обращений, информации в средствах массовой информации и социальных сетях на вечер 10 января 2021 года в реестре зарегистрировано 140 сообщений о фактах нарушения законодательства о выборах и референдуме, переданных в компетентные органы для проверки и принятия мер. Информация о результатах их рассмотрения размещалась в реестре на сайте Центральной избирательной комиссии. В 4 случаях по результатам проверок виновные лица привлечены Центральной комиссией к ответственности в форме штрафа за нарушение правил агитации. Некоторые уточненные данные мы только что с вами прослушали, они чуть-чуть отличаются от того, мы тоже потом подправим здесь наши цифры. По данным реестра, изложенным в сообщениях, обстоятельства в результате проведения проверок не подтвердились. Миссия отмечает, что при подготовке и проведении выборов и референдума в стране были созданы условия для оперативного реагирования на нарушение избирательного законодательства и информирования граждан о принимаемых мерах.
Наблюдатели от Содружества независимых государств 9 января 2021 года присутствовали при голосовании избирателей вне помещения для голосования и отмечают, что оно соответствовало требованиям национального законодательства, проводилась идентификация граждан по биометрическим и персональным данным, обеспечивалась тайна голосования, использовались прозрачные переносные урны. В день голосования 10 января 2021 года представители миссии работали во всех областях Киргизской республики, также, конечно, в городах Бишкеке и Оши. На зарубежных избирательных участках в Баку, Минске, Москве и Санкт-Петербурге голосование там проводилось с 8 до 20 часов местного времени. Наблюдатели от Содружества независимых государств посетили 627 избирательных участков и отмечают организованность и прозрачность процесса голосования. Процедура подсчета голосов проходила в соответствии с Конституционным законом о выборах и референдуме. Предварительные итоги голосования формировались автоматически считывающими урнами. При подсчете голосов наблюдателями был обеспечен полный обзор действий участковых избирательных комиссий. В помещениях для голосования были приняты меры по обеспечению эпидемиологической безопасности и защите здоровья граждан от COVID-19. Однако избиратели не всегда соблюдали установленные требования. В своих отчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные нарушения, которые, по мнению миссии, не могли оказать влияние на конечный результат выборов. По мнению наблюдателей от СНГ, процедура голосования проходила в соответствии с действующим законодательством. И выводы основные. Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств отмечает, что Республика Кыргызстан предприняты значительные усилия для проведения открытых и транспарентных выборов и считает, что избирательное законодательство Кыргызской Республики позволило организовать и провести президентские выборы и референдум на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права с обеспечением тайны голосования. Избирательные органы обеспечили в ходе выборов президента Кыргызской Республики и референдума по определению формы правления Кыргызской Республики условия для реализации права граждан на свободное волеизъявление. Это вот то, что касается заключения. Теперь несколько слов уже за пределами, уважаемые друзья, заключения. Нам это кажется очень важным. Члены нашей миссии, да, наверное, многие из вас, представители средств массовой информации, во время встреч на избирательных участках задавали вопрос, а чего люди ждут от выборов и референдума. Ответы были разные, наверное, вы тоже их слышали, но абсолютное большинство ожидает спокойствия в стране, политической стабильности, экономического роста, усиления борьбы с коррупцией. Они были разные, конечно, эти ответы, и категории граждан, которых мы спрашивали, были разных возрастных групп. Нам было еще важно знать, что по этому поводу думают умудренные жизненным опытом наши уважаемые ветераны. Ну, на Востоке говорят аксакалы. Да. Их ответы и предложения, на первый взгляд, могут показаться кому-то даже неожиданными. Коллеги были свидетелями, вот здесь присутствующие, и участниками таких разговоров. Ветеран труда, 87 лет, ясный ум, четкое мышление, глубокий анализ обстановки, что очень важно. Вот что он и другие говорили. Кандидатов, прошедших или пришедших к финишу не первыми, очень корректно так они называют, нет проигравших, там, победителей, они так не говорят, пришедших к финишу не первыми. Вот этой электоральной гонки, они уже достойны уважения только за то, что они прошли весь этот тяжелый избирательный процесс и прошли его до конца. И они, как представляется ветеранам, вообще было бы неплохо, если бы они поздравили того, кто пришел первым в этой финишной гонке. Это во многом, по их мнению, способствовало консолидации общества, снижению социальной напряженности. Но для этого надо немного отбросить амбиции в сторону и во главу угла поставить интересы народа и страны. И второе, о чем они просили и о чем они говорили. Вот в этом коллективе, состоящем из 16 кандидатов в президенты, ну один там первое место, а 16 все остальные места, есть хорошие профессионалы, специалисты,
который вместе со своими сторонниками, а их тысячи за каждым из них стоит, могли бы в трудное для страны и народа время подставить свое плечо избранному народом президенту республики и всем вместе решать стоящие перед страной задачи. Мудрые слова, мудрые, действительно. Дойдут ли они до тех, кому были обращены эти слова? Ну, посмотрим, жизнь покажет. На Востоке и в Киргизии также с уважением, как мы знаем, относятся к старшим, к их мнению. Так просто люди воспитаны здесь. Мы слышали эти просьбы и обращения уважаемых ветеранов и не могли вам, вот, уважаемые представители средств массовой информации, их не донести сегодня. Спасибо большое за внимание. А теперь позвольте предоставить слово Виктору Михайловичу Заварзину, координатору группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств. Прошу. Добрый день, дорогие друзья, уважаемый Кыргызстан. Мне очень легко говорить, потому что мы вчера договорились с Василием Петровичем, что он сделает объемный доклад, и не хотелось бы заниматься тавтологией и повторять то, что, допустим, Василий Петрович в своем докладе сказал. Я сказал, очень хороший доклад и полезный, и мы вчера долго сидели, работали над этим докладом, и все соответствовали нормам тем, которые вот сейчас доложены. Я возглавлял миссию Межпарламентской ассамблеи СНГ. Это очень важная миссия. Я уже не первый раз участвую, коллеги, меня многие знают в этом процессе. И я хочу отметить следующее. Благодаря, вот Валентина Ивановна Матвиенко уделяет этому большое внимание, и, значит, предложила мне возглавить этот участок, были подобраны суперпрофессионалы в моей миссии. Я вот искренне всем парламентам наших республик благодарен. Буквально профессионалы. Вот мы вчера расставались, я каждому руку жал и благодарил. Высокие профессионалы, высоко исполнили свои обязанности на всех этапах выборной кампании, которая проходила в Кыргызстане. Она проходила не сегодня, не вчера, а действительно кампания началась, как Василий Николаевич Петрович сказал, за несколько месяцев. У нас в нашей миссии работала большая группа представителей института мониторинга во главе с председателем, вернее, начальником этого института, со мной тоже он везде был, Иваном Ильичем. И мы отнеслись к этому очень серьезно. Я не буду перечислять, мониторили ситуацию изначально, и еще, хотя и пандемия была, но все равно в таком режиме видеоконференции проводили, мониторили и так далее. По итогам предварительного мониторинга мы вручили исполняющему на тот момент президенту, исполняющему обязанности спикеру, встретились с министром иностранных дел и так далее. Пакет документов, наших выводов с определенными замечаниями, я сейчас на них остановлюсь, которые там указаны. Кроме этого, мы провели серию встреч с кандидатами. Я скажу, мне лично понравились эти встречи, они были объемные, долгие встречи, разношерстные мнения, вы понимаете. И, конечно, я сейчас ниже скажу, мы сделали единственный вывод, что самое главное, пожалуй, сейчас – это политическая консолидация общества. Это однозначно. Больше никакого, даже вывода больше не хочется делать. Вот это очень важно. И мы всех представителей кандидатов призывали к этому. Именно к политической консолидации и пониманию сегодня, что хочет наш кыргызский народ. Мы, кроме этого, участвовали почти на 100 избирательных участках, и очень внимательно разговаривали с людьми. Я лично сам участвовал и на открытии и так далее. Замечания, недостатки, которые, значит, у нас возникали, это все идентично, что Василий Петрович сказал, я не буду повторять. Но что я хочу отметить? Мне очень понравилась наша встреча нашей команды с председателем избирательной комиссии Кыргызстана. Мы ее тоже давно знаем. И реагирование на то, что мы предложили. Ведь смотрите, вот сейчас создана эта оперативная группа, что перед нами сейчас докладывали. Если мы возьмем те выборы, коллеги, особенно вы знаете, уважаемые журналисты, вы понимаете, помните, какой там был бардак в этом плане? Люди не реагировали, не понимали, что делается, если на те замечания или недостатки, которые получаются, поступают в ходе выбора. Вот сейчас достигнуто то, что нужно было достигнуть.
ну не молниеносное, ну своевременно, назовем правильно, реагирование на те недостатки, которые вскрывались в ходе выборов. И это еще не до конца. Мы просили, чтобы и после выборов довести вот это до конца, эту систему, так, чтобы было до каждого человека доведено было вот его жалоба, там, заявление и так далее и тому подобное. Кстати, в России это уже давно делается. Кстати, мы очень серьезно относимся к этим жалобам. Буквально в этой огромной стране все эти жалобы перечисляются, и потом человеку доводится. Это очень важно. В целом, мы работой своей довольны и согласны с теми выводами, которые Василий Петрович сказал. И действительно, по результатам проведенного мониторинга досрочных выборов, мы вчера подписали свое тоже обращение, в смысле структурные, значит, выводы по этому делу. Все 8 государств подписали этот документ, не задумываясь, и поддержали эту выборную систему, которая вот сейчас сработала вчерашним днем. Что бы я в конце хотел сказать? Друзья мои, дело в том, что я еще занимаю такую должность, вы знаете, сопредседатель российско-киргизского парламента, и долгое время, притом, я у вас очень часто бываю, переживаю, и хочу сказать, что работа нашей комиссии продвинулась очень сильно. Мы большие моменты отметили в своем законодательном праве, в смысле российском, вы знаете, по Кыргызстану, и по водителям, и по мигрантам, и многое другое. И мы благодарны по русскому языку Кыргызстану, что вот решение было принято. Это все, кстати, когда мы один из моментов принимаем в парламенте, что касается Кыргызстана, практически нет оппонирования. Это ответственно, независимо от политической партии. Вот принимали последний раз по водителям, по другим, все 100% проголосовали за. Это значит, наши отношения крепнут, это очень здорово. Что бы я хотел сказать, друзья мои, впереди большая работа. Вот Василия Петровича я просто на 200% поддерживаю. Закончилась эта система, сейчас надо думать о будущем Кыргызстана. Я бы хотел первое сказать с международных дел. Все площадки, где участвует Кыргызстан, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС, двухсторонние отношения, не только с Россией, а с нашими соседними всеми государствами, должны очень четко работать. Надо очень новой власти серьезно задуматься. Надо скорректировать так, чтобы это был прогресс в этом плане, чтобы Кыргызстан набирал обороты. Кыргызстан географически находится, вы знаете, в каком полярном деле и действительно в очень сложном центроазиатском регионе. Поэтому мы должны понимать это все дело. Второе. Я абсолютно поддерживаю Василия Петровича. Сейчас главная задача – консолидировать общество. И я не скрою, даже меня пусть слушают некоторые, которые были кандидаты в президенты, сейчас надо консолидировать общество. И я согласен с тем ветераном, который сказал эти слова. В каждом этой группе страна-то небольшая, но договоримся. У вас же нет, извините, длинной лавки этих самых запасников, которые идут в игру в эту. Надо очень внимательно посмотреть, убрать политические амбиции и подумать только о том, чтобы сделать хорошее правительство, хороший парламент в будущем, я имею в виду, так, чтобы наконец-то экономические вопросы решались в полном объеме. Но их можно решать. Я делегации, которая в Москве приезжала, им тоже сказал, при одном условии, когда будет политическая консолидация общества, когда будет понимание, и надо набирать парообороты. Кыргызстан, народ Кыргызстана заслужил жить лучше. И мы верим, наша делегация вчера просто радушно всем говорила, вот я передаю от всех буквально слова такие, все любят Кыргызстан. Притом кыргызский народ, знаменитый народ, героика сильная. Мы возлагали цветы к вечному огню, возлагали цветы к памятнику блокадам Ленинграда. Вы знаете, какую историю, в этой истории участвовал Кыргызстан. И мы знаем, вот я в Аше был, в университете выступал, как они относятся, студенты даже, к истории Великой Отечественной войны. И мы это все понимаем. Поэтому я на этой эмоциональной ноте хочу сказать, выборы состоялись, друзья мои. Предлагаю
призываю, вернее, средства массовой информации позитивно работать на консолидацию общества. Позитивно, подчеркиваю, находить вот эти тонкие, хорошие моменты, которые народу должны давать, конечно, в конечном итоге силы, веру в что-то хорошее. И будет все хорошо. Спасибо большое. Виктор Михайлович, вам спасибо огромное. Лично вам, вашей команде, которая очень профессионально работала, и вообще за всю ту работу, которую вы делаете здесь, на славной земле Киргизстана. Спасибо вам большое. Я хотел бы предоставить еще слово Рустаму Шахмуроду, председателю комитета Меджлиси парламента Республики Таджикистан. А здесь у нас он являлся координатором группы наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ. Пожалуйста. Рустам. Спасибо большое. Группа международных наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ осуществляла свою работу в рамках миссии от СНГ по приглашению властей Кыргызской республики. Наши выводы вошли в консолидированное заключение миссии, которые здесь были озвучены уважаемым Василием Петровичем. Я хочу лишь коротко поблагодарить ЦИК и власти Кыргызской республики за организацию работы группы международных наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ, выражу мнение всей нашей миссии. И, конечно, присоединяюсь к словам Виктора Михайловича, к пожеланиям стабильности и консолидации общества и поступательному развитию Кыргызской республики в дальнейшем. Спасибо большое. Спасибо вам тоже, Рустам, спасибо вам тоже за работу и спасибо всей вашей дружной команде. Виктор Александрович Гуминский, первый заместитель председателя исполкома, исполнительного секретаря Содружества независимых государств. Собственно, это та структура, которая формировала нашу большую и дружную миссию. Пожалуйста, Виктор Александрович. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Правильно сказал Василий Петрович, что главами государств задача на организацию работы миссии от СНГ на выборах, референдумах возложена на исполнительный комитет СНГ, штаб-квартира которого находится в Минске и в Москве. Поэтому по поручению его председателя, уважаемого Сергея Николаевича Лебедева, я хотел бы выразить искреннюю признательность своим коллегам-наблюдателям из стран, участников Содружества независимых государств, Межпарламентской ассамблеи, Парламентской ассамблеи ОДКБ, Парламентскому собранию Союза Белоруссии и России, представителям ЦИКов стран Содружества, Российскому фонду «Свободные выборы» за весомый вклад в успешную организацию и проведение досрочных наблюдения за подготовкой и проведением досрочных выборов президента Кыргызской республики и референдума по определению формы правления Кыргызской республики. Уважаемым представителям средств массовой информации за оперативное сопровождение нашей работы. Мы благодарны ЦИК Кыргызской республики, руководителям всех государственных органов, оказавшим поддержку в качественном решении задач нашей миссии. И второе. Я хотел бы полностью присоединиться к своим коллегам. Вчера, после оглашения предварительных результатов, многие руководители разного уровня, от высокого и пониже, в своих комментариях и простые кыргызстанцы говорили о вчерашних выборах как историческом моменте для Кыргызской республики. И поэтому я полностью хотел бы присоединиться к своим коллегам и пожелать, чтобы вот этот исторический момент действительно стал отправной точкой для укрепления мира, согласия, стабильности и сплоченности общества на пути только созидания во благо каждого кыргызстанца и благополучия страны в целом. Для этого в Кыргызской республике есть все необходимое. И пусть будет так. Спасибо. Спасибо большое вам, Виктор Александрович, спасибо целому исполнительному комитету
СНГ за организацию нашей работы, за всемирную помощь, поддержку. Спасибо штабу миссии, которые все сделали для того, чтобы мы не испытывали никаких затруднений. Спасибо всей избирательной системе, которая тоже нам оказывала всяческое содействие и поддержку в решении поставленных нам задач. И спасибо огромное, еще раз отмечаю, за то гостеприимство, которое в целом мы ощущали на себе от всего киргизского народа. На этом наша встреча заканчивается. Все, кто хотел предварительно выступить, выступили. Спасибо большое всем за внимание. Спасибо, Василий Петрович, Виктор Александрович, Виктор Михайлович, господин Шахмурат Рустам. Уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, следующая миссия Шанхайской организации сотрудничества у нас состоится в 10:30. Да, вам огромное.